Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Решил записать видеообзорчик такой на воблеры. Сегодня 3 февраля, зима. Я на рыбалку на зимнюю не хожу. Сижу, не знаю, чем заняться. И вот пришла такая мысль. Рассказать вам о воблерах на белого хищника, которые у меня завелись вот в 2 коробочках. Белого хищника я начал ловить в 2016 году. Это мой первый опыт. Я насмотрелся видеороликов на YouTube и решил тоже попробовать. Что получилось у меня и не получилось, вы можете посмотреть на моем канале. Рыбачу я в основном на реке Мокша. Она находится недалеко от того места, где я живу. Головля, Езя, Жереха на этой реке. Ну, не знаю, много-немного, но он там есть. И клюет. И со слов местных рыбаков, которых я встречал на берегу реки Мокша, голавль в 2016 году клевал, по их мнению, хуже, чем в предыдущие года. Но тем не менее я остался доволен. Мне попадались и головли, и изи. Для первого вот вообще раза я остался очень сильно впечатлен. Вот. Ну что ж, давайте я вам покажу воблеры, на которые я рыбачу конкретно на реке Мокша. Я не знаю, на других реках там клюет на эти воблеры, не клюет. Я вам покажу, на какие воблеры клевало у меня. Значит, вся рыбалка у меня началась с воблера от Phantom 21 Гипноз. Вот с этого розового. Легендарный воблер. На него я поймал первого белого хищника. Мне понравился он. И я побежал в магазин и купил еще 2 воблера другой раскраски. К сожалению, у нас в магазине, ну, есть много магазинов, ну, воблеров там на головля небольшой выбор. И в том магазине, где были гипнозики, они были вот в 3 цветах. Вот этот розовый и вот этот желтенький, пятнистый, очень неплохо отрыбачили у меня. Вот на этот воблер, но я ему меньше уделял внимания, у меня не было поймано ни одной рыбки почему-то. Потом я решил разориться и купил воблер, но он стоит где-то 1000 с лишним рублей. Это Smith Camion Super. Ребята, это супер. Этот воблер ловит и головля, и изя. У меня он один. Пару раз отрывался, приходилось за ним плавать. Шикарный воблер. Crack Jack еще вот есть у меня в 58 размере. Этот воблер мне принес самого большого головля, которого я смог поймать в 2016 году. Он весил 1 килограмм 300 грамм. Это уже было в конце сезона. И вот этот воблер мне запомнился вот самым большим трофейным головлем. Хотя на него были еще, конечно, поимки. Но куда без чабиков. Есть у меня в коробочке 2 чабика. У нас в городе я не смог их найти. Это я уже покупал в Нижнем Новгороде. Тоже там в одном, ну, по одному вот экземпляру последний забрал в магазине. Один воблер
с нулевым заглублением поверхностным и один чабик с заглублением 60 где-то он там сантиметров заглубляется. Но это легендарные воблеры, про чабиков можно ничего не рассказывать, про них все уже все прекрасно знают. Хороший воблер от Pantone 21 FOB. Что-то в комментариях я смотрел там в интернете, говорят, что их уже не выпускают. Долго не мог его разловить, не мог понять, что с ним делать, но однажды я решил приобрести тут еще забродный костюм, и в забродочку у меня рыбалочка тоже пошла там неплохая. Все как-то нормально задалось, я на него поймал на килограмм с лишним тоже головля, 1 килограмм 65 грамм, если быть точнее, как сейчас помню. Обалденный тоже воблер, FOB. Значит, есть воблер у меня Вулкан ССВ Серебряный ручей. Этот воблер тоже очень хорошо ловит в первую очередь окуня. Но и голавль его тоже атакует. Но на него хорошо клюет окунь. Также у меня есть в коробочке воблер МС1. Это фирма Мария. Кидал его, ребята. Ни одной поклевки я на него так и не увидел. Ну, может быть, что-то не так кидал или что-то не так делал. Посмотрим. Может быть, вот в 2017 году удастся его разловить. И также с этой стороны, вот в этой коробочке у меня лежит Strike Pro Cranky 40. Это реплика на Jackal. Они практически ничем не отличаются. Очень тоже хорошо ловит головля, езя, но стоит дешевле в 2 раза. Ну что, перевернем коробочку. С этой стороны закончились. С этой стороны у меня есть чирфулы от Pantone 21. Такой вот раскрасочки. Тоже неплохо ловит головля. Воблеры от Касадаки. Роджер ДВ. Вот такие. На них тоже клюют и голавлики, и ези, но почему-то не особо крупные. Такие тоже на них похожие. Вот 2 воблера есть Доджер. Тоже неплохо ловит головля, конкретно на реке Мокша, ребята. Риджик. Это тоже легендарные воблеры. Про них, наверное, нет смысла ничего рассказывать. Джеркбейт 50 SR. Вот такие вот. По осени нормально себя показали. И вот Анира воблер вот такой. Осенью тоже неплохо ловили головля.
Есть еще вот горстка маленьких воблерочков. Я их заказывал с Алиэкспресс. Кидал, но ничего не удалось мне на них поймать. Вот такие вот. Воблерочки. Зацепился. Ну, вот разных цветов. И еще вот такого я жука тоже заказывал с Алиэкспресс. Абсолютно не держит течение. Ну, хрень. Так, лежит. Попробуем, покидаем еще. Ну, в этой коробочке все. Что значит у меня в этой коробочке? Здесь у меня целая кучка воблеров от Strike Pro Кремки 40 с заглублением до 1,5 метров. Такие диповые вариантики в разных расцветках. Тоже очень хорошо ловит головля. Очень хорошо ловит головля. Стоит дешевле чабиков, но очень неплохо ловит головля. Есть вот такой вот воблер от Касадаки, Кубикс. Удалось мне его разловить на Волге. Васильсурская Слобода. Есть такое место, мы ездили туда отдыхать с ребятами. И в прибрежной зоне возле Коряжника мне удалось на Кубикс поймать несколько головлей. Не крупного размера, но тем не менее этот воблер ловит головля. И он вот такой вот интересной формы. Воблер Редрак от Phantom 21. Уже забыл, как они называются. Последний раз их держал в сентябре месяце, эту коробочку. Поэтому забываю уже, как они называются. Значит, вот на этот воблер тоже клюет голавль. Езя на него не ловил. Был воблер такой у меня в диповой версии, но мне почему-то не понравился, как он играет. А на этот воблер я ловил головля. Боксерчик от Касадаки. Попадался на него окунь. Головля на него поймать я не смог. Вот такой вот воблер. Это ССВ. Гоблин называется. Это какая-то реплика на Мегабас, наверное. Да, ну вот такой он есть. Кидал, ничего на него не поймал. Вот. А вот на этот воблер Baby Грифон Zero, поверхностный воблер. На него красивые поклевки. Воблер поверхностный, и поклевки происходят наверху. Это просто непередаваемо, конечно. Воблер дорогой, там что-то за 1000 рублей стоит. Но, конечно, зрелищные очень поклевки. Остался очень доволен. Да, что-то мы быстренько с этой стороны. Сейчас посмотрим, что с другой. Коробочка не закрывается. Уже в конце сезона я приобрел воблер Спрут. Вот такой вот воблер. Шикарно ловит и головля, и езя. Я его брал, ну, экспериментально, он стоит там рублей 400, что-то я где-то нашел в магазине. Воблер Спрут.
повредился у него вот один тройничок на рыбалке, когда вынимал из пасти головля огромадного. Остался доволен, обязательно постараюсь еще прикупить в других раскрасках. Обалденно ловит головля. Езя, что характерно. На этот воблер я поймал самого большого езя. Ну так получается в своей жизни, потому что в прошлом году я только вот первый раз начал ловить белого хищника. И он тоже был килограмм 300 грамм, по-моему. То бишь вот этот воблер отличился по самому большому езю, но которого я смог поймать. Значит, уже тоже в конце сезона приобрел вот такой вот воблер под жука фирмы Strike Pro. Поклевку я на него видел, голавль пытался его, схватил, но я не смог его подсечь, потому что спиннинг у меня был жесткий. Я приехал за щукой, но что-то погода разыгралась, и я решил попробовать половить головля. В итоге я головля поймал. И, кстати, на этот воблер. Сначала у меня была поклевка на Strike Pro, и я потом сменил его на этот, решил поглубже, думаю, пойдет, и поймал головля где-то на 700 грамм. Где-то у меня в сумочке еще лежит другой раскраски. Я верю в то, что этот воблер тоже будет ловить, и поэтому прикупил еще один, где-то у меня лежит в рыболовной сумочке. Будем пробовать. Этот воблер мне в магазине увидела моя супруга, ей понравилась раскраска, и она сказала: Серега, надо брать. Красивый. Взяли, есть. Юзури Эльмино 44. Эти воблеры тоже легендарные. Дальний заброс. Если не удается вот где-то добросить, то вот этот воблер, конечно, тоже вот выручает. Ловит и головля, и изя. Есть более интересные расцветки у него, но в магазине мне вот удалось только вот такой вот найти в единственном экземпляре. Я его, конечно, взял, и он тоже у меня неплохо отрыбачил. Здесь вот два воблерочка. Это с AliExpress. Господи, даже острые крючки на них, ребята. Два вот таких воблера я заказывал с AliExpress. Вот на этот черный мне даже удалось поймать небольшого головля. Значит, какая тут оказия случилась? У них отвалились глаза, сразу в коробке где-то и потерялись. Но ловит. Я думаю, что как бы особо я не уделял им внимания, ловил на проверенные воблеры. Но тем не менее, вот на этот мне удалось поймать, на этот, по-моему, были поклевки. Уже в конце сезона прикупил вот здесь одинаковые, но они разные раскраски. Baby Chap. Вот такие вот воблеры. Но мне ихняя работа не очень понравилась. Я на них, по-моему, ничего не поймал. Но ловил уже в конце сезона, были прикуплены большая часть воблеров. И кидал, вот на эти воблеры ничего я поймать не смог. Есть, вот будем экспериментировать, пробовать в этом году уже. Может быть, что-то удастся разловить. Доджер тоже еще пока не разловленный. Такой вот под шершня, наверное, да? Воблер от Pantone 21. Как он называется? Мажор какой-то. Мажорила. Мажорила какая-то. Ребята, он не летит. Его очень тяжело забросить. Но я на него поймал голавлика такого грамм на 150, наверное, может быть даже 2, но он мне запомнился как плохо летающий. Очень тяжело его забросить.
Господи, дай бог памяти. Вот этот воблер, мне тоже в магазине были с супругой. Она говорит, какая интересная рыбка, купи. Ребята, этот воблер стоит где-то рублей 800. Не рапала ли это какая-то? Возможно, это или рапала там, я не знаю. Он из Бальса, летит далеко, особо не кидал, на него ничего не поймал. Но жена сказала, купи, мне нравится, пусть будет. Все, пусть будет, есть, по-моему, рапала. Еще вот такой вот воблер тоже зашел в магазин, говорю, есть что-нибудь на головля, дайте мне, дали мне вот такой воблер. Это Дайва, по-моему. Что-то не вижу тут названия на нем. Этот воблер тоже где-то в районе 1000 рублей. Поймал я на него одного головля и щурков небольших. Щучки на него клевали. Ну вот и все, наверное. То, что у меня есть. Только начал заниматься ловлей белого хищника. Ребята, как смог, рассказал, не специалист вообще в этих делах, только вникаю вообще во всю эту тему, поэтому не судите строго. Этими воблерами я в основном рыбачу на реке Мокша, в которой протекает по республике Мордовия. Голавль на большинство вот этих воблеров активно там отзывается. Вы можете посмотреть на моем канале ролики, как я ловил головля на эти воблера. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, вниз. Всего доброго. До новых встреч.